Я выгляжу как хладнокровный и жестокий человек, но только я сам знаю, что больше всего на свете мне дорог мой племянник. Я могу голыми руками поднять машину, перелезть через забор высотой в несколько метров и одним ударом сломать стол. Люди называют меня JQ. В этих местах я легенда. Вокруг меня всегда крутится толпа подручных. Я часто один хожу в горы копать землю. Никто не знает, что именно я ищу. Все знают лишь одно: я копаю до темноты и потом возвращаюсь домой. Однажды моего племянника в школе начали обижать. Я сразу же поехал туда. Когда учитель увидел меня, его лицо побледнело. Завуч спрятался под стол. Директор развернулся и побежал в кабинет. Они только успели запереть дверь, а я уже был на этаже. Поняв, что я не уйду, им пришлось позвать директора обратно. Причина моего визита была простой. Мой племянник Хан Дже Хёк должен был получить награду за примерное поведение, но только потому, что у него нет родителей. Завуч лишил его этой награды. Я пришел восстановить справедливость. Чтобы я успокоился, директор попросил одну учительницу пойти сварить кофе. Потом он попытался вывести меня покурить. Но когда я услышал, что в школе разрешено курить, я разозлился еще сильнее. С тех пор, как родители Дже Хёка погибли, я воспитываю его как собственного сына. Я никогда не позволю кому бы то ни было его обижать. Выплеснув эмоции, я все же поклонился и ушел. В тот же вечер та учительница, что варила кофе, вернулась домой и обнаружила, что замок сломан. Даже ключ был погнут. Она уже собиралась пойти к хозяину квартиры за запасным ключом, как вдруг встретила меня в коридоре. Она вспомнила, как коллеги описывали меня, и увидела в моей руке что-то похожее на нож. Она испугалась до смерти. Когда я подошел ближе, она развернулась и побежала. Я инстинктивно погнался за ней. Она уже собиралась звонить в полицию, когда я схватил ее. «Помогите, я сейчас не хочу умирать». Только тогда я понял, что она все неправильно поняла. Я поднял предмет в руке и открыл его прямо перед ней. Внутри были всего лишь шашлычки из острой курицы. Она застыла на месте, увидев мой грозный вид и то, что я держал в руках. Она решила, что я преступник. Тогда я снял нарукавники и сказал, что татуировки не настоящие. Я заметил, что замок на ее двери сломан, подошел ближе, чтобы посмотреть. Но она преградила вход, думая, что я собираюсь ворваться. В следующую секунду я просто перепрыгнул внутрь. 이게 소스가 맛있는 길이라던데. 오늘은 내가 입마가 식을까봐 이쯤에서 가는데. Вернувшись домой, я сразу отдал шашлычки племяннику. Это его любимая еда. Он взял их, и его глаза сразу загорелись. А что касается той награды, после моего визита школа все-таки вручила ее ему, вынося мусор. Я вдруг вспомнил. На самом деле, недавно я уже видел ту самую учительницу. Просто она тогда меня не узнала.